Добрый вечер! Уже стало традицией, что на Казанский фестиваль мусульманского кино ежегодно приезжают звезды российского кино. И сегодня у нас в антракте знаменитая советская и российская актриса и режиссер. В 2009 году ее фильм «Одна война» о судьбе женщин в Великую Отечественную получил гран-при Казанского кинофестиваля. А в этом году Вера Глаголева представила казанскому зрителю свою новую картину «Две женщины». И вы все это так и таскаете на себе каждый день? Издержки равноправия, потом никто за меня таскать не будет. Любите профессию? Занимаюсь этим делом из принципа. То есть? На третьем курсе университета я выскочила замуж за дурачка. Он считал себя гениальным фотохудожником. Я бросила учебу, стирала для него, стряпала. Потом стала подрабатывать по мелочам, жрать было нечего. А он лентяй и бездарь. Я не выдержала, подала на развод. Принципиально отсудила у него половину аппаратуры. Ведь покупали-то мы ее на мои денежки. И назло начала фотографировать. Его фотографии за весь наш брачный период опубликовали всего 3 раза. А я публикуюсь регулярно. Ну, почти регулярно. Вера Глаголева – актриса театра и кино. Ее обаятельные и трогательные героини завоевали симпатии миллионов кинозрителей. Образы Веры Глаголевой подкупают хрупкой поэтичностью, цельностью, психологической точностью. Интересно, что она не имеет актерского образования. С 1990-х освоила и поприще режиссера. Вера Витальевна, здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы в нашей программе сегодня. Вы уже, можно сказать, связаны с Казанским кинофестивалем. В 2009 году ваша картина «Одна война» получила гран-при. Что можете сказать о Казанском кинофестивале? Потому что это нестандартный кинофестиваль, нестандартная красная дорожка. Здесь есть своя... Ну, вот вы и ответили, в принципе, потому что это действительно он своеобразен, у него есть свое лицо у этого фестиваля. Очень важно, что его поддерживает и правительство, и на таком уровне государственном. Это очень важно. Для фестиваля, когда открывает фестиваль член правительства, это очень важно. Это сразу другой статус. Это очень много участников фестиваля. Я имею в виду картины. Это большое количество большая конкурсная программа. Поэтому такой 10 лет фестиваль живет, и развивается. И это очень важно. Мне кажется, для Казани и для Татарстана вообще это очень важно, что есть такой фестиваль. И я приехала сюда с огромным удовольствием, потому что для меня 5 лет назад вот этот гран-при, который совершенно неожиданно, потому что все-таки мусульманский фестиваль, и я думала, что мы немножко не в контексте фестиваля, оказалось какие-то общечеловеческие чувства, общечеловеческие, какая-то позиция, да, она востребована. И это доказал Казанский фестиваль. Вот, поэтому очень важно для меня. Вот это, и это, конечно, незабываемое. Вот это, когда на сцене мне вручили гран-при, это незабываемый какой-то момент в жизни, счастливый момент, который будет со мной всю жизнь. Моему мужу, Михаилу Верижникову, на фронт. Нет, вы слушайте. Наша корова недавно родила теленочка. А Серафима загуляла с приезжим агрономом. Мама, не надо. Лен, ты что? Маш, подожди! Наташка, стой. Нина пойдет. Маш! Маш, подожди! Уйди! Маш, прости. Я же не со зла, я ж так Уходи. по дурости. Маш. Зарубишь? Руби. Мне себя не жалко. Я же не знала про мужа твоего. Нет у меня больше мужа. Никого нет. Тише. Услышит Карп, офицер приезжий. Пусть слышат. Пойдем в палатки, а? Палатки. Маша. Ненавижу палатки. Хуже тюрьмы.
Маша. Вы говорили о том, что эта картина для вас имеет особое значение. Почему? Ну, потому что это серьезная, очень серьезная тема, самое главное. Это какой-то особый, наверное, взгляд на эту тему. И мне кажется, там важно, что это мы пытались вспомнить о том, что было, да, и какие тяготы пришлось пережить в нашей стране. Это очень важно. Для меня очень важно. Вот. Поэтому она особая. Да, она особая, потому что все-таки те две картины, которые были до этого, это и «Заказ», и «Чёртово колесо», это все-таки такие более, это современные истории, это легкие темы, конечно, о любви, но здесь открываются такие пласты исторические, что это очень важно донести, чтобы люди помнили о том, что было. Вот, поэтому, конечно, это для меня не просто проходная картина. Я считаю, что и сценарий очень сильный, и эмоционально она очень подключает к человеку, подключает свои эмоции. И поэтому для меня это очень важно, когда люди сопереживают героям, моим героиням, 5 женщин, да, которые, мне кажется, очень хороший был состав, очень хороший актерский. Поэтому, ну, сейчас у нас новое кино, новая история. Это Тургенев, это «Месяц в деревне». «Две женщины» картина. Да, она называется сейчас «Две женщины», да, тоже тургеневское название. Он второй, по-моему, сначала у него назывался «Это студент», потом это назывался «Две женщины», а потом уже «Месяц в деревне». Это тургеневское название. Вот. И, конечно, мы привезли сюда на фестиваль, потому что я помнила, какой здесь замечательный зритель, как они эмоционально подключаются к тому, что видят на экране. И это очень важно. И вот как раз практически это один из первых зрителей нашей картины, потому что она только закончена. Вот. Я надеюсь, что у нее будет счастливая судьба, как и у «Одной войны», потому что у нас был первый фестиваль международный, это как раз в Казани. А потом уже там 2 года у нас был просто весь мир. Мы ездили очень много и получали везде тоже, в общем, награды, и все в основном гран-при. Но вот начали мы как раз с Казани. Поэтому я очень надеюсь, хотя мы и не в конкурсе здесь, но я очень надеюсь, что вот это зрительское отношение, а я поняла, вот сегодня я услышала очень много хороших слов, потому что это действительно первый раз вот так вот на зрителя и для журналистов показывали. И я поняла, что у нас есть, в общем, шанс все-таки быть понятыми. И вот то, что мы хотели передать, вот то, что мы это увидели зрители, эту красоту середины XIX века, это необыкновенную природу XIX. Все-таки все по-другому. Это другая эстетика. Это такой классика в кино, это все-таки совершенно другое мироощущение. И вот я думаю, что нам удалось это передать. Вот красоты там очень много. Это главное.
Вера Витальевна, что можете сказать вообще о современном российском кино? Очень много об этом споров. Кто-то говорит, что не хватает хороших сценариев. Вот на ваш взгляд. Не хватает, я абсолютно уверена, что не хватает хороших сценариев, потому что глубины нет. Вот хочется, что вот я сейчас ищу сценарий, мне хочется какого-то вот уровня там одной войны или уровня две женщины. Классика, она по-другому совершенно вот наполняет тебя. Современная история в массе своей, есть, конечно, исключения, но в массе своей они все-таки немножечко такое все поверхностное, куда-то торопящееся, куда-то все время торопимся. Мы не можем остановиться на минуту и посмотреть друг другу в глаза. Вот это важно. С чем ты пришел к человеку, с чем пришли к тебе. И вот этот диалог очень важен, диалог друг с другом, чтобы видели глаза друг друга. Это очень важно, но этого нет. Ну, есть исключения, конечно, есть хорошие картины. И, например, есть картины, в которых режиссер хочет сказать о сегодняшнем дне. Это «Географ глобус пропил», конечно же. Вот такое кино современное, я за такое кино. Кино, которое что-то меняет в нас, в лучшую сторону, с позитивным финалом, обязательно, с надеждой, с позитивным финалом, потому что в основном все-таки современное российское кино, оно немножечко такое депрессивное, все время нас заставляют говорить о том и видеть то, что у нас вокруг. Но дайте мне надежду, дайте мне шанс, дайте мне поверить, что есть что-то светлое, что будет что-то. Да? Вот это важно. Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. До свидания.